Первой к главе республики обратилась жительница Кантышева Танзила Эльдиева. Мать троих детей состоит в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении по договору найма жилого помещения в администрации Назрановского района. От 29 ноября 2011 года за порядковым номером 70. По данным правительства Ингушетии, в текущем году закрывается вопрос предоставления квартиры 41 претенденту. Вопрос заявительницы Махмуд Али Калиматов дал поручение закрыть в следующем году. Также во время беседы была удовлетворена просьба женщины об устройстве детей в дошкольное образовательное учреждение. Вы сейчас где живете? Кантышеве. Муж, свекор. Там нет условий. Нет условий. А буду алты дишота? Замавиз? Да. Может, им хорошо с ним и с тобой. Дик халычым даёт ты геатерцану. Мумагаллата царцани квартиру будет. Давайте решение такое, значит, на контроль берите. А мне надо, чтобы мы обидели других. Вот. Но по очереди, вот что оно положено, значит, при необходимости определить. Я запас беру, до 31 декабря 2023 года у тебя будет квартира. Мегди, мяшхал. А вот Малика Акиева, жительница Гамузиевского муниципального округа Назрани, обратилась по вопросу благоустройства территорий и обеспечения дорожной инфраструктуры. По словам Малики, у которой 4 школьников, детям проблематично проходить по проезжей части ввиду отсутствия тротуаров. По проезжей части Мы стараемся для людей облегчить, для детей тем более, чтобы они могли спокойно, безопасно передвигаться по улице, на тротуаре, пешеходные дороги сделать. Значит, мы постараемся, и мэр города этим займется. Срок поставьте до 1 июля, я должен знать, значит, что вы там решили. И чтобы дети были в безопасности. Придумывайте. Если там население, ну, может, ветхие заборы, может, не капитальные заборы, ну, надо им сказать, на месте разберись с этим, там узко. А если узко, значит, мы займем полотно дороги. 3 метра он заберет, слева, справа. Машина на месте не развернется, там, я так понимаю. Мы сделаем, но по той ситуации, которую вы мне пояснили, там мы, наоборот, создадим условия и безопасное, и опасное. На место выезжайте, контроль ставьте и, пожалуйста. Малика, современно понятно? Да. Бархал. Да, в перечень обращений к главе республики также вошли вопросы внедрения новых дисциплин и более углубленного изучения предметов различного профиля в средних образовательных учреждениях. Обращение каждого заявителя Махмуд Али Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами глава Ингушетии дал соответствующие поручения подчиненным, определил конкретные сроки исполнения принятых решений. Диана Дударова, Хусен Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24.